в республике. Пусть в течение года изучите вот эти семьи. В Ингушетии намерены разработать программу поддержки семей с 7 и более детьми. Труд учителей невозможно переоценить всю свою жизнь, они отдают детям. А в школе педагоги выполняют роль второй мамы. Всемирный день учителя, концерт, поздравления, пожелания и истории педагогов. Несмотря на моросящую погоду, артисты продолжают оттачивать свои навыки. С 7 октября последние прогоны перед праздником пройдут уже в Сунже на стадионе имени Дьякова. Продолжаем готовиться к празднику единения Ингушетии с Россией. Расскажем о репетициях представления. Им очень интересно бывает эти экскурсии. Возможно, даже уже они смотрят другим взглядом уже на все это. И многие выбирают профессию именно энергетику. Для студентов топливно-энергетического колледжа провели экскурсию на электроподстанции. Когда они видят, что в этом году вот они стали конкурсантами, то в следующем году у других учащихся появляется большее желание, и они подтягиваются. Что из себя представляет авторская премия «Лучший ученик года» и как пробиться в рейтинг? Здравствуйте, это новости 24. В республике намерены разработать программу поддержки семей с 7 и более детьми. Глава Ингушетии побывал в гостях у Фатимы Калоевой, матери 13 детей. Многодетная семья проживает в Сунже и содержит подсобное хозяйство, которое насчитывает 15 голов крупнорогатого скота. Ведение фермерской деятельности помогает обеспечивать всю семью. 5 из детей еще несовершеннолетние, не обучаются в школе. Ну а остальные уже обрели собственные семьи и самостоятельность. Все подробности в нашем материале. В ходе посещения семьи Калоевых Махмуд Али Калиматов ознакомился с условиями проживания большой семьи, осмотрел хозяйство. Калоевы проживают в небольшом съемном доме, часть которого недостроена и непригодна для проживания. Отсутствуют необходимые удобства. Жилищные условия можно назвать крайне стесненными. А вы на жилье стоите или стояли? Нет? В 2007 году я сдавала. Документ? Те, кто стоял на учете в органах соцзащиты до 5-го года за счет средств федерального бюджета, после 5-го года в соответствии с жилищным законодательством, то есть документы до 2007 года не дала. 2007 года, да? 7 года, да. 7. Но мы посильную помощь по безработице оказываем. У вас есть очередь на землю? Сколько На земельный участок они не подали документы во время существования районной администрации УНИДа. Была очередь сюда со слов, а сегодня не стоят. Но вот недавно приходили наши сотрудники, составили акт жилищно-бытовых условий. Им было предложено прийти в администрацию, написать заявление, чтобы мы их приняли на учет как малоимущая семья и чтобы они стали на земельный учет. Несмотря на неблагоприятные жилищные условия для организации семейного предприятия, здесь использованы все имеющиеся возможности. Значительная часть двора отведена под загон и сенохранилище. Каждый из членов семьи, помимо 5 младших, здесь же проживают 2 женатых сыновей. Задействованы в уходе за животными и последующей реализации продукции. Оформили ищите за но он получал бы какие-то, вы здесь, если было бы оформлено. Но они же здесь снимают социальный найм. Когда вы могли бы официально, если был бы, то вы могли бы коммуналку и аренду платить. Жил, 5 тысяч тело, вот. И вот получается, если оформить дом, во-первых, вы оплачиваете коммунальные услуги все, то есть свет, газ, все, да? Вода. Но это ему тоже выгодно. Вдруг вы оформите седой, о чем я говорю-то? И мы теряем столько, не доносим до людей. За коммуналку они же заплатят за нее по закону.
И льготы, которые там многодетным дают, они тоже, они перевес будет. Ну кому будет. Муниципалитеты и служба Министерства труда должны полностью проревизировать все эти вещи. Надо каждый дом знать у себя, каждый квартал. На этом примере я вижу разбалансированность системы муниципалитета. Вот. Дома стоят, дома не оформлены. Любой газ, свет и проект составляется. Какой здесь проект? Тех условий выдают на это, чтобы подключить дом, какое-нибудь хозяйство. Такие семьи, по мнению Махмуда Али Калиматова, являются примером трудолюбия и стойкости. После детального разговора с Фатимой Магометовной глава республики пришел к выводу, что помощь подобным семьям оказывается недостаточная. Так, зачастую к их деятельности при соблюдении определенных условий применены меры программ поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Как грантовые по линии Минсельхоза, если речь идет о жителях сельской местности, которые занимаются крестьянско-фермерскими хозяйствами, так и методической и консультативной со стороны Минэкономразвития. Помощь какую-то. Как нам и помогли, еще сейчас кукурузой поможем дополнительно, и она у нас участвует, начинающего фермера, около 800 тысяч она получит. Все вместе. А жилоскях жди не только, вот на примере ее, понимаете, разрабатывать надо. Она кормит себя, детей кормит. Что мы можем сделать, чтобы у нас здесь как-то люди жили. А для них, для малого и среднего бизнеса, там есть определенные выплаты, там гранты. Они должны разъяснять. Да? Они должны пакет документов в банк, какой кредит взять, как и, значит, получить грант какой-нибудь, войти, бизнес-план разработать. И каждый министр, вот в части, я имею в виду Минсельхоз и другие, они должны разрабатывать эту вещь, чтобы не просто выплаты, подарки, нет. Официально хамдухин с государством. Понимаете? Чтобы она не просила там, ходила там, а ей положено это, да? Но для этого надо все нормативные документы оформить, все сделать. Но ей надо помочь их оформить. Когда нужно в правовое поле зайти, пакет документов подскажите ей, чтобы сюда приехал, не она туда ездила, а вот чиновник, у тебя там какой-нибудь специалист сидит же, он тебе бездельник там. Вот бери, вот пусть он приедет, оформит пакет документов, 10 раз приедет. Сделайте, а здесь до моя. Вот мне тут обещалки не нужны, потому что вы забываете. Другие, значит, у вас не получается, у вас времени не бывает, понимаете? Огромная ответственность в данном вопросе лежит и на главах муниципальных образований, поскольку никто другой не будет знать, кто и как проживает на их территории, с какими трудностями сталкиваются. Махмуд Али Калиматов поставил задачу всем уполномоченным ведомствам и представителям муниципалитетов при взаимодействии предложить программу всесторонней поддержки семей с 7 и более детьми. Их, по данным Минтруда республики, порядка 4000. На примере вот этой семьи разработаете концепцию, да? Но вот я хочу, чтобы вы изучили в республике, пусть в течение года изучите вот эти семьи и все, что возможно, что должен мэр делать, что может с инициативой выйти из правительства, что министр на правительство, если надо через наш парламент, вот полностью до копейки, сколько тратится на свет, сколько на это, и у вас формат будет. Только вам надо будет детей 5, 7, 3, вот регулировать только вот эту цифру. Остальная, вы кальку сделаете, так, Бог бы больше. Кроме того, Министерству труда Ингушетии было поручено составить список молодых людей из многодетных семей с высшим образованием для помощи в трудоустройстве, информирование о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей согласно специализации и опыту работы. Зелимхан Калоев, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров, Новости 24. Сегодня принимают поздравления те, кто по праву играет неоценимую роль в жизни каждого человека. Всемирный день учителя. Его отмечают более чем в 100 странах. Праздничное мероприятие для педагогов прошло в ДК Назрани. Стихи, песни и теплые пожелания звучали от школьников в адрес своих наставников. Репортаж Муслима Ганиева. Что есть из того, что он сделал на свете, из хлеб на полях, он не растит моря, океан.
Мотив этой песни абсолютно верен. Моря и океаны учителя не бороздят, однако именно они готовят будущее нации, выдающихся ученых, военных и медиков. В зале Дома культуры Назрани собрались учителя и педагоги школ и СУЗов республики. Они празднуют свой главный профессиональный праздник. Я сегодня с большим удовольствием зачитываю приветственный адрес главы Республики Ингушетия в адрес учителей и воспитателей. Дорогие друзья, сердечно поздравляю всех работников образования с профессиональными праздниками, Днем Учителя и Днем Воспитателя. Я считаю этот праздник всенародным, ведь нет человека, жизнь которого не была бы в прошлом или в настоящем связана либо с детским садом, ну и школой тем более. В этот день хочется выразить всем вам, дорогие учителя и воспитатели, искреннюю признательность, сказать большое спасибо. Профессии учителя и воспитателя особенные. Именно они дают каждому маленькому ребенку основы базового образования и культуры, открывают секреты окружающего мира. Для этого нужно обладать колоссальным терпением, специальными навыками и талантом. Пусть сопутствует всем вам крепкое здоровье, благополучие и удача. С уважением, глава республики Махмуд Алиев Шарипович Гальматов. Вы сегодня в зале здесь сидящие, вы стоите у руля будущего. Вы сегодня поете наше будущее, будущее нашей нации. Желаю вам огромных успехов в вашем нелегком, но благородном труде. Профессия учителя по праву считается одной из самых важных во всем мире. Ахмед Гандалоев – педагог с 50-летним стажем. В это сложно поверить, но он уже почти полвека воспитывает в детях их физический дух. Почетный работник общего образования России ведет урок физкультуры в колледже республики. Время, отданное воспитанию детей, я считаю, это самое запоминающееся, самое красивое время моей жизни. Потому что если бы у меня не была бы любовь к детям, наверное, я столько в этой профессии не проработал бы. Праздник День учителя отмечается в нашей стране на протяжении десятков лет. Торжество пришло к нам со времен СССР и уже имеет свои традиции. Теплые слова поздравлений звучат в этот день в адрес учителей от их воспитанников. Я бы хотела поздравить, во-первых, учителей с их праздником профессиональным. Я бы хотела поблагодарить за их терпение, за любовь к нам, за проявленную заботу. В течение этих 10 лет, на самом деле, учителя подарили нам тот запас знаний, который нам требовался. Я очень благодарна им за это. Спасибо им за эту любовь, проявленную к нам. Учитель – это наш наставник, человек, который ведет нас эти 11 очень важных лет нашей жизни. Они помогают нам осознать себя, кем мы хотим стать в будущем, всю нашу жизнь. Труд учителя, как и врача, считается самым благородным и созидательным. Их работа трудная и ответственная. Она требует не просто поделиться знаниями, заложить интерес к учебе, но и проявить особые душевные качества. Учителя очень многое значат лично для меня, для всех нас. Они являются источником наших знаний. Поэтому я хочу пожелать для них всего самого наилучшего. А если не секрет, твой любимый педагог в школе? Честно говоря, я всех своих учителей очень сильно люблю, но больше всего я люблю Розу Муратовну, мою классную руководительницу. Стоит отметить, что праздник не является государственным выходным днем, но педагоги к этому уже привыкли. А слова поддержки от самых маленьких помогает в работе. Горечь первой досадной ошибки, сладость первых нелегких побед. Позже все отразится в улыбке, излучающей мудрость и свет. Вы душою всегда молодые, труд и радости с нами делясь. Наши добрые, наши родные, терпеливые учителя. Багдад Гамкартиева профессию педагога выбрала 43 года назад и ни разу об этом не пожалела. Будучи учителем ингушского языка, она прошла все ступени учительской карьерной лестницы. Вот уже 21 год Багдад является директором 3-й школы Карабулака. Моим коллегам я желаю, чтобы им хватило терпения на то, чтобы вырастить достойные кадры нашей республики, достойных выпускников, которые заявят на всех уровнях, везде о том, что в нашей республике молодежи уделяется большое внимание, в школе даются хорошие знания. Помимо букетов и теплых поздравительных слов, виновников торжества ждал и еще один приятный момент. Около 20 педагогам вручили медали в честь 25-летия единения Ингушетии с Россией.
Труд учителей невозможно переоценить. Всю свою жизнь они отдают детям. А в школе педагоги выполняют роль второй мамы. Сколько бы лет назад мы не окончили школу, все равно помним нашу первую учительницу. Именно она наш первый проводник в мир знаний. Муслим Гани, Магомед Дидигов, Новости 24. У каждого педагога своя история. Кто-то пришел в эту профессию по воле случая, другие просто не могли не стать учителем. Обычно это называют громким словом призвание. К примеру, Мака Шанхоева преподает во второй Кажевской школе уже 38 лет. Обучает детей ингушскому языку и литературе. Подробности у Даны Плиевой. Любовь к ингушскому языку и литературе Мака Шанхоева прививает детям более 10 лет. Учителем захотела стать еще в школе, во многом благодаря своим педагогам. С ними она общается до сих пор и ни разу не пожалела о выбранном пути. В этой профессии мне нравится воспитывать детей на примере наших лучших людей. В этой профессии мне нравится общаться с детьми, учить их уму-разуму, потому что работа учителя, она неблагодарная, скажу честно, но она очень нужная, потому что из учителя уходят все, и в техникумах учителя, и в колледжах, и в училищах, а начинает ребенок со школы. За 40 минут подать материал так, чтобы каждый в классе понял тему урока. Эту задачу она поставила себе еще в первый день работы. Как бы я ни старалась, если отдачи у детей нет, у меня не будет нормального урока. Я всегда им говорю, дали вам домашнее задание, учите, требуется вас, отвечайте. И причем ответы я люблю требовать от детей полных. Но отдача детей – это самое главное, это лучшая награда. Всегда доходчиво и понятно, готовая объяснить даже самую сложную тему. Именно так говорят они и ее ученики. Всегда веселая, жизнерадостная и бодрая. Для них она не просто прекрасный учитель, а советчик и наставник. Всегда смеется. Я никогда не видела ее обиженной или, как сказать это, грустной. Всегда бодрая, каждое утро заходит в класс с бодрой улыбкой. Впервые, когда я ее увидела, я думала, что она очень строгая и не дает ни пропуску, ни сходу, а оказалось, что она очень добрая, веселая, жизнерадостная, и как учитель, и как человек, и как женщина. И на уроке то у нас бывает тишина, и очень удобно что-либо объяснять, рассказывать, так как она всех успокаивает и мотивирует. Во второй Кажевской школе Мака Шанхоева работает 38 лет. Сначала пришла сюда педагогом начальных классов, закончив Грозненское педагогическое училище. В 2004-м поступила в Ингушский госуниверситет на преподавателя родного языка и литературы. Уже 17 лет совмещает работу зауча и учителя, и с большим успехом. С любым вопросом мы можем к ней подойти, ответить честно, и поможет, и найдет, что сказать. Такой веселый человек он у нас. Почетный работник Российской Федерации, заслуженный учитель Ингушетии, участник различных конкурсов, в том числе и учитель года. Маку Шанхоеву смело можно назвать профессионалом своего дела. А все потому, что было на кого равняться. Точнее, на бывшего директора школы Магомеда Картоева. С 2018 года учебное заведение носит его имя. В ее памяти Магомед Мусиевич остался человеком самых высоких моральных принципов и живым примером настоящего педагога, душой и сердцем преданного своему призванию. Такой же стремится быть и она. Труд учителя непрост, но главная награда для Маки Уматгиреевны – хорошие ученики, и чтобы каждый из них нашел свое призвание в жизни. Дана Плиева, Хасан Майсигов, Новости 24. Удивить – вот главная задача организаторов торжественного мероприятия к годовщине единения Ингушетии с Россией. Творческие коллективы региона проводят ежедневные репетиции. Предстоящее 10 октября праздничное представление буквально оттачивают до мелочей. Что ждет зрителей? Некоторые секреты концертной программы узнал Залимхан Калоев. Собираемся, встали по местам.
Готовность номер один. Уже третью неделю творческие коллективы собираются на репетицию во дворе Дома культуры Назрани. Задача перед артистами непростая – показать то, что зритель ранее нигде не слышал и не видел. Оригинальная фонотека, постановки, номера. Пока на площадке используют только самую малую часть декорации, которая переносит назад ровно на 250 лет. Мужчины заняты тяжелой работой, а женщины – рукодельницы возле ткацкого станка, которым издревле пользовались наши предки. Делаем нитку, выправляем ее, ставим вот в этот станок, и потом при укреплении его получается ковер. Если хочешь, он бывает с рисунком, когда ты туда опять зашиваешь разноцветную нитку. На площадке задействованы все творческие коллективы, сразу 3 театра. Все они работают в тандеме. Сценаристы постарались воссоздать все с исторической точностью. Не только быт, но и удивительно теплые и близкие сердцу мотивы. Ну а дальше веселое настроение мигом сменяется войной. Вражеские нападения, треск кинжалов, противостояние, кровь, потери. Все меркнет, когда выходит грациозная горянка и оживляет музыкой храбрые сердца ингушских воинов. Волнения нет. Единственное, что я должна сделать, это показать актерское мастерство. То есть нужно передать вот это переживание, сопереживание, вот эту боль. И передать, что вот я этой гармошкой и этой музыкой хочу все оживить вокруг. Старейшины понимают, так продолжаться дальше не может и принимают очень важные решения в нелегкое для народа время. И находят в себе сильного друга и отпор от врага в лице государства российского. Актеры покажут, как происходило историческое событие подписания договора о единении Ингушетии с Россией. Пролог будет длиться как минимум 20 минут, затем актеров сменит хореографические ансамбли, юные барабанщики, артисты эстрады, в том числе и звезды российского шоу-бизнеса. Это и Григорий Лепс, Диана Анкудинова, Тамара Кверцетели, Дарья Гроссман, Сергей Волчков, Глюкоза, это не считая популярных северокавказских исполнителей. Мероприятие будет очень зрелищным, эффектным, грандиозным. У нас в начале мероприятия будет проходить авиашоу эскадрильи «Стрижи», затем пролог, затем фильм об Ингушетии и большой праздничный концерт, который закончится салютом. Представление будет длиться около 4 часов. Организаторы уверены, такого зрелищного и масштабного празднества регион еще не видел. Несмотря на моросящую погоду, артисты продолжают оттачивать свои навыки. С 7 октября последние прогоны перед праздником пройдут уже в Сунже на стадионе имени Дьякова, где 10 числа состоится грандиозный концерт к 250-летию единения Ингушетии с Россией. Зелимхан Калоев, Магомед Дидигов, Новости 24. Напомним, 10 октября в Сунже в связи с проведением торжественных мероприятий с 13:00 до 23:00 движение автотранспорта будет перекрыто или ограничено по следующим направлениям. По улице Калинина, от улицы Стадионной до улицы Плиева, участок улицы Дзержинского от улицы Плиева до Хашагульгова, участок улицы Луначарского от улицы Плиева до Хашагульгова, участок улицы Хашагульгова от сельхозрынка до Калинина, участок улицы Колхозной от Калинина до Сейнароева. Для студентов топливно-энергетического колледжа провели экскурсию на электроподстанции. Будущие энергетики ознакомились с бесперебойной работой комплекса. Плиево-Новое – это один из крупнейших питающих центров Ингушетии. Для ребят это отличная возможность воочию увидеть все, о чем говорили педагоги в теории. Слово Муслиму Ганиеву. Подстанция «Новая Плиево» – один из самых масштабных энергопроектов на Северном Кавказе. Он обеспечивает создание энергокольца из 9 линий электропередач, проходящих по территории Ингушетии, Чечни и Северной Осетии, что значительно повышает надежность всей энергосистемы округа. А как известно, такие объекты требуют особого подхода при эксплуатации. Одной из важных составляющих – это наличие квалифицированных кадров, которые имеют на то образование и навыки. Вот и сегодня практику работы на таких объектах приобретают студенты топливно-энергетического колледжа. Заходить на эту часть станции можно только в защитных касках. Проводит экскурсию по объекту заместитель главного инженера ингушского МРСК Руслан Тачиев, который прошел долгий путь от простого электромонтера до одного из главных лиц компании. Я желаю удачи, успехов в учебе. Будут энергетики, будет свет и будет светлая страна. Будущие электрики и электромонтеры в лице студентов 3-го курса топливно-энергетического колледжа видят воочию то, что раньше проходили лишь в теории. Халид Куштов профессию электрика выбрал сам. У него уже есть хороший опыт работы с током. Не раз занимался прокаткой электричества в частных домах. Если раньше он работал с 220 вольтами, то сегодня для него
Первое знакомство с большим напряжением. То, как из спички, детям не игрушка. Это одно из главных правил, которые должны знать все. Техника безопасности всегда на первом месте. Электричество ошибок не прощает. Из уст Руслана Тачиева для студентов это звучит как закон. Они не должны забывать, что электричество – это не друг. Это нужный элемент. И всегда, я не говорю бояться. Да, дрожать не надо, но остерегаться электричества надо. Подстанция распределяет электричество по районным станциям, то есть Плиева новая посредник между МРСК и жителями. Не будет ее, не будет и света в домах республики. Причем всем этим большим объектом управляет только один диспетчер. Здесь практически исключен человеческий фактор. У нас часто проходят экскурсии, приходят не только с колледжа, с институтом. Есть ребята, несколько экскурсий было со школ. Им очень интересно бывает эти экскурсии, возможно, даже уже они смотрят другим взглядом уже на все это, и многие выбирают профессию именно энергетику. После знакомства с технической частью работы энергетиков студентов приглашают в головной офис Россетей в Назрани. Здесь им уже показали условия работы и документации, а также рассказали о работе электромонтеров. Тем самым учащиеся стали еще на один шаг ближе к своей профессии. Муслим Ганиев, Асхаб Белакиев, Новости 24. Сегодня в России отмечается День уголовного розыска, которому в этом году больше 100 лет. Уголовный розыск – одно из наиболее крупных и важных подразделений МВД. Служба оперативников постоянно связана с риском, самоотверженностью, погони, перестрелки, засады, встречи с преступниками один на один. Ко всему этому сотрудник уголовного розыска должен быть готов ежедневно, ежечасно. Профессионалы угрозыска ежегодно раскрывают почти 70% уголовных дел. Это убийства, разбои, грабежи, кражи. В свой праздник сотрудники уголовного розыска получают поздравления от руководства и коллег. Не просто хорошо закончить учебный год, а войти в тройку лучших. В Сурхахак братьям Хачубаровым удалось создать неофициальную рейтинговую систему, на которую теперь опирается каждый школьник. Все это вылилось в авторскую премию «Лучший ученик года». Тамара Хашигульгова расскажет о мотивационном проекте и его результатах. В первую очередь хочу поблагодарить ваших учителей, которые всегда вместе с вами, которые поддерживают вас, помогают, которые вкладывают вам знания. Финальная часть премии «Ученик года», пожалуй, самая приятная в конкурсе. Получить награду, о которой мечтала целый учебный год. Молотхан Истамирова на премию номинируется не впервые, но каждый раз эмоции через край. Приятно, когда старания оправдываются, признается она. Я рада очень такому празднику. Очень рада, что могу удивить своих родителей первым местом. Таких, как Молотхан, в третьей школе 30 человек. Они весь учебный год старались и учились на одни пятерки и четверки, иногда даже ограничивая себя в досуге. В 5 классе я получила кубок, в 6 медаль, в 7 я получила 2-ю степень, а в 8 я получила кубок и медаль. Участвовать в конкурсе «Лучший ученик года» могут все с 5 класса по 11. Премия предполагает 3 степени. Победители определяются по итогам всех четвертных оценок. Пятерок в дневниках не может быть меньше 70%. Впрочем, критерии оценки с каждым годом меняются, чтобы поднять планку соревнования еще выше. Диплом 3-й степени – это более 70% пятерок без троек. Также презентация либо доклада, либо реферата в школе. Диплом 2-й степени – это более 90% пятерок, также без троек. Обязательно участие в мероприятиях за пределы школы, в олимпиадах, в конкурсах районных, муниципальных, республиканских. И диплом 1-й степени – это призовое место на олимпиадах за пределы школы. Конкурсах 100% пятерок. Главная цель, которую преследует патриотическая пятерка, именно так себя называют братья Хачубаровы, организаторы конкурса, привить детям любовь к учебе и доказать на собственном примере, что учение – свет. А чтобы у детей был стимул учиться еще лучше, Хачубаровы решили поощрять лучших из лучших денежными призами и грамотами. В целом, если взять конкурс «Ученик года», который проводится силами наших выпускников, то есть вот братья Хачубаровы,
Они являются выпускниками данной школы. Кубок, диплом, первое место, медали, денежное вознаграждение – это все-таки позитивно влияет на учащихся. И вот когда они видят, что в этом году вот они стали конкурсантами, то в следующем году у других учащихся появляется большее желание, и они подтягиваются. Идея организовать премию «Лучший ученик года» на базе школ Сурхахи возникла у братьев Хачубаровых давно. Вначале конкурс проводился только в 3-й школе. Именно ее окончили сами братья. А в этом году премия охватила все учебные заведения сельского поселения. Поэтому из 3-й школы Хачубаровы отправляются во 2-ю школу. Нужно отметить, что это очень приятно получать диплом 1-й степени и гран-при, потому что хочешь не хочешь, ты среди других выделяешься. И стоит отметить также, что это было очень сложно. Ночами приходилось сидеть, делать уроки, также готовиться к олимпиадам дополнительным. В 11 классе мы вообще совмещали учебу и подготовку к экзаменам. Для Фатимы Караджевой, выпускницы 2-й школы, сегодня волнительный день. Еще бы, ведь это первое участие и первая победа в состязании. У меня учатся тут 2 дочери, Нагоева Сабина и Нагоева Камила. Сабина у меня пошла по 1-й степени, Камила по 2-й. Она стала на 1 балл только. Мне приятно, что появился такой фонд, что дети более мотивированы стали, и какие-то их успехи это оправдались. Старания организаторов оправдались. За 5 лет существования премии ряды отличников заметно пополнились. Дети стали лучше учиться, повысилась посещаемость. Заметили это и учителя, и родители. В планах патриотической пятерки вовлечь в конкурс все школы Ингушетии, а значит повысить престиж образования уже на региональном уровне. Тамара Хашагульгова, Магомед Дидигов, Новости 24. Сегодня также отмечают Международный день врача. Его называют Днем солидарности и активных действий врачей всего мира. Ведь главная цель доктора любой национальности – улучшение и сохранение здоровья пациентов. Инициаторами создания этого праздника выступили Всемирная организация здравоохранения ВОЗ и Международная медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ». В свете эпид-обстановки во всем мире дата особенно актуальна. Это праздник людей, выбравших самую гуманную профессию, чье значение сложно переоценить. Ведь медицинские работники ежедневно спасают человеческие жизни и лечат всевозможные заболевания и недуги. И неважно, работает доктор в кабинете или в полевых условиях, это не умаляет его заслуг, ведь ценна каждая спасенная им жизнь. Следите за новостями на канале Ингушетии.